Продовжуємо ефір телеканалу АТР. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цареградська. Як і обіцяли, ми будемо говорити про найголовніше і певним чином підбивати підсумки цього тижня. Зокрема, зараз ми будемо говорити на економічні теми. Для цього ми запросили у студію економічного експерта Ігоря Полуховського. Доброго ранку, пане Ігорю. Так, добрий день. Давайте, напевно, поговоримо про МВФ. Ми вже дещо почали до ефіру, але разом з тим, от зараз тривають розмови стосовно вірогідності чергового траншу або навпаки того, що швидше за все його не буде. Ну, от ваша думка, ваше ставлення, ваше бачення цієї картини. В прошлом году Украина взяла ряд обязательств, которые бы финализировали бы программу получения дополнительных средств от МВФ и, как следствие, потом уже возврат этих денежных средств не ущерб страны. В рамках этой программы было заложено несколько процедур. Это свободное обращение земли, как мы знаем, это вопрос, связанный с коррупционным судом. И те реформы, о которых сегодня говорят, что они внедрены, но посмотрим. Это медицинская реформа, пенсионная реформа. И самое главное, самое то, что для сегодня непонятно ни нам, ни населению, ни нам, это судебная реформа. К сожалению, со всех этих вещей Украина не выполнила ни одного обязательства. Либо выполнила на уровне законодательства, но не внедрила в действие, либо мы ожидаем. Ну, например, медицинская реформа, нам говорят, что активно заработает с этого лета. Таким образом, так как Украина не выполнит эти обязательства, то вопрос ожидания очередных траншев от МВФ, ну, наверное, не будет. Пока не изменятся новые правила игры, не появятся новые правила игры. То есть Украина, по сути, должна доказать МВФ источники, за счет чего она будет возвращать эти денежные средства. Но вот буквально на днях прошла информация, что вроде бы было принято решение о поднятии цены на газ для населения. И за счет, очевидно, этих источников, возможно, повышение МВФ. Но это обязательство Украины, если они такие есть, потому что это пока на уровне сплетен, а не требования МВФ. Поэтому сегодня все пока в подвешенном состоянии. И, скорее всего, учитывая позицию и президента, позицию и Верховной Рады в тех частях, о которых мы говорили, в первую очередь это торговля земли, свободное обращение земли и антикоррупционные суды, в ближайшее время, к сожалению, они не будут. А если и будут, то не в той форме, в которой требует тоже МВФ для того, чтобы быть уверенным, что эти деньги вернутся. Хочеться ще поговорити про, ми вже починали говорити про це в попередньому блоці нашої програми, це, звісно, там певні підсумки або бачення економічного форуму у Давосі. Власне, наша позиція там, наші, не знаю, перемовини, які ми там проводимо. От, знову ж таки, що ви думаєте з цього приводу? Ну, понятно, что Давос собирался не ради Украины и далеко не ради Украины. Украина в данной схеме находится там на 5-10 местах. Конечно, все немножко об Украине думают, потому что это раздражитель на территории Европы, и не совсем комфортно чувствует себя Европа в плане своего развития. Конечно, в первую очередь это экологические проекты, во вторую очередь это вопрос, связанный отношения Евросоюза с Америкой. И, естественно, третья часть – это вопрос война на Ближнем Востоке и Сирии. Поэтому, к сожалению, Украина сегодня не является топ-темой. По одной из причин, потому что мы сами себя загоняем в этот угол, не проводя экономические и политические реформы в стране, тем самым не показывая открытость миру, что мы готовы к развитию, готовы к инвестициям, готовы к сотрудничеству. Мы начинаем сами себя закрываться. Так, как было 3 года назад, это совсем не то время, которое сейчас. И, к сожалению, на нас начинают смотреть совсем грустно. Ну, например, мы говорим об инвестициях. Хоть власть говорит о том, что инвестиции в Украину пошли, но по большому счету ни одного серьезного проекта инвестиционного в Украину так за эти 3-4 года и не пришло. Не считая там несколько мелких вещей, где по большому счету основную долю на себя брали украинские инвесторы, либо ЗИЦ украинские инвесторы, используя кипрские офшоры и так далее и тому подобное. И почему не пошли инвесторы? Потому что в Украине абсолютно нет защиты инвестиций со стороны судебной той же власти. Потому что мы, как один из членов Верховного суда, новоизбранного, заявил недавно, что наша задача сделать так, чтобы народ меньше обращался в суды. Во всем мире суды – это основная защита населения, народа, бизнеса от различного произвола государства. Поэтому если сегодняшняя задача судебной власти, чтобы люди туда не ходили, это тоже подтверждает о том, что не туда мы гребемся в части там, судебных реформ и так далее. Поэтому пока мы не разрубим этот Гордиев узел, пока мы не станем цивилизованной страной, не будем думать о себе, а будем все-таки думать о стране,
то у нас, к сожалению, ничего не будет. Поэтому и на Давосе мы не являлись топ-темой. Мы были так где-то на задворках, как мы видели, вообще уже до смешного дошло, когда организовывал завтрак украинская сторона, используя Альфа-банк, как мы знаем, там российский, вместе с Пинчуком. Поэтому, конечно, это не совсем уже красиво в сторону Майдана и в сторону тех событий, которые были у нас на протяжении 4 лет. Розмова, яку мав Порошенко з Крістін Лагард, на вашу думку, вона мала якийсь наслідок позитивний? Тому що було певне напруження, от я там спостерігала і у ЗМІ, також дуже багато обговорювали, а потім поговорив Порошенко з Лагард, і всі ніби видухнули, ніби щось сталося таке хороше, що ну, от можна реально там дещо розслабитись. На вашу думку, це як? Конечно, это большой плюс. Плюс в чем? С нами разговаривают. С нами еще хотят говорить, поэтому нам еще дают какие-то шансы. И говорят, ну ладно, там вы там где-то там передумали и так далее и тому подобное, но давайте все-таки разговаривать, потому что мы хотим, чтобы Украина была цивилизованной, хотим, чтобы она была в Европе и так далее и тому подобное. Вот с этой стороны, конечно, это большой плюс. Я надеюсь, и сегодня будет встреча с Трампом, и таким образом это будут те месседжи, которые говорят, ребята, все-таки давайте успокаиваться, давайте идти туда, куда, ради чего был Майдан. А на вашу думку, від цих перемовин з Трампом також можна чогось чекати? Чи це просто перемога в тому, що ми розмовляємо з ними? Чи... В первую очередь, да. И вторую вещь, это вопрос фиксации тех договоренностей, тех обязательств, которые брал на себя США в ближайшее время. Это поставка летального оружия для защиты наших территорий. И каким-то образом, все-таки, я думаю, все-таки будет здесь разговор вести тоже вокруг наших реформ, вокруг нашего движения. Трамп, по большому счету, не столько политик, сколько бизнесмен, поэтому он слишком долго разговаривать не будет и будет говорить конкретно и четко. Ребята, делайте то-то, то-то, получите то-то, то-то. Не будете, вообще ничего не получите. И я вам скажу так, что, конечно, весь мир сегодня в ожидании февраля месяца, когда Министерство финансов США будет публиковать списки окружения Путина, окружения бизнес-окружения Путина. И, честно говоря, тоже будет интересно, попадут ли туда и наши украинские олигархи в этот список. Это тоже большой вопрос. Ну, насправді, така позиція Трампа і те, що він дійсно в першу чергу бізнесмен, а не політик, це було зрозуміло і раніше, мені здається. Ну, тобто, відповідно, його там манера поведінки і там слова, висловлювання і там умови, які він виставляв. Зокрема, от саме от від цієї зустрічі, я думаю, що пан Петро Порошенко теж прекрасно це все розуміє. Тобто, все ж таки все ж таки розраховують, напевне, я не знаю, на якісь компроміси з боку США, чи навпаки, те, що Україна готова на певний компроміс. Ну, тобто, все достатньо зрозуміло. Навіщо тоді говорити про зрозумілі речі? Оттяжка времени, получение дополнительного временного лага для того, чтобы решить те или иные проблемы, связанные либо с более-менее формализацией своих бизнес-интересов, более их легализацией, для того, чтобы в случае, если у нас будет выстроена вертикаль, которая завершится антикоррупционным судом, в том виде, в котором все мы хотим и все мы видим, то чтобы те бизнес-процессы, которые проходят под эгидой, под прикрытием власти придержащих, они не попадали под удар правоохранительной системы. Поэтому нужно время. И поэтому идут вот эти игры. Знаете, когда прозвучала со слов президента фраза о том, что общество не готово, например, к свободной торговле земли, к обращению земли, я здесь не согласен. Не готовы латифундисты, которые контролируют практически все наши земельные угодья, ну и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, наш украинский народ достаточно грамотный и умный, и по большому счету не надо ссылаться на такие вещи, что народ не готов. Исходя из таких посылок, наш народ никогда не готов ни к чему. Но, слава богу, он проходит уже второй Майдан и все-таки показывает, что все-таки народ готов и хочет. От до чого наш народ дійсно готовий, так це до підняття ціни, як мені здається. Він готовий завжди до цього моменту. І тому я хочу більше поговорити саме про нашу внутрішню ситуацію, тому що дуже цікаве повідомлення я знайшла, і от випусковий редактор попросив звернути на це увагу, тому що повідомлення наступне. Правління Національного банку прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня. Давайте поговоримо спершу про, власне, облікову ставку, що це таке, аби глядач зрозумів більш доступніше, і потім поговоримо про, власне, наслідки цього підвищення. Ну, это положительные тенденции, которые начал декларировать Национальный банк.
если брать внешний фактор, это говорит о том, что вопрос с назначением главы Национального банка уже решен, завершен, и уже все переговоры прошли, осталась формализация, поэтому нынешний исполняющий обязанности Смолей уже начал, по большому счету, выполнять ту роль, которую должен выполнять глава Национального банка, взялся, как бы скажем, за управление процессом, теми процессами, которые, говорит, требует от нас и Конституция, закон Национального банка. Основная задача Национального банка – это стабильность денежной единицы. К сожалению, в последнее время мы не наблюдаем стабильность денежной единицы, падение курса доллара, роста цен, в общем-то, немножко так тревожит наше население. Поэтому одна из инструментов для стабилизации курса – это поднятие цены ставки рефинансирования. То есть за счет Национальный банк поднимает эти цены, цену рефинансирования для того, чтобы те банки, которые используют эти рефинансирования, они уже не брали эти деньги и потом не раздавали там, в какие-то там льготные кредиты, тем самым зарабатывали дополнительные себе доходы, либо там скупали на эти деньги доллары, да. А так как эти деньги уже дорогие, поэтому им становится невыгодно покупать, брать в Национальный банк эти деньги. И таким образом мы снижаем или стабилизируем рост доллара. Из-за того, что невыгодно становится брать деньги у Национального банка. Следующим этапом, конечно, я так думаю, будет ужесточение наших валютных правил игры в вопросе, связанном с покупкой валюты, с конвертацией, обращением, это и усиление финмониторинга и так далее и тому подобное. Поэтому в первую очередь задача Национального банка стабилизировать курс доллара. Я так надеюсь, что в ближайшие 2-3 месяца курс доллара будет стабильный. Поэтому это большой плюс. Що можна сказати взагалі про загальну тенденцію, тому що, в принципі, там всі відслідковують те, що ближче до літа він завжди більш-менш стабільний. Да, загальная тенденция нерадужная. Потому что на сегодняшний момент у нас баланс между экспортом и импортом больше 5 миллиардов минус. То есть мы больше покупаем, чем продаем. И это очень тревожный фактор, потому что нам вот эту разницу нам нужно чем-то покрывать. И, к сожалению, покрываем мы различными займами. Но в данной ситуации это вопрос правительства, например, постоянно привлекает в ОГЗ у банков, либо у Национального банка, берет эти деньги для того, чтобы покрывать все свои обязательства. Потому что нет прихода валюты той, которая перекрывала бы все эти потребности. Поэтому нерадужная ситуация. Поэтому задача правительства либо снизить импортозависимость, либо увеличить экспортную составляющую. И здесь, конечно, нужны опять же правила, законы и дать свободу бизнесу. В первую очередь развивать малый и средний бизнес. Поэтому пока так. Поэтому пока ситуация нерадужная. Мы сегодня стабилизируем курс, это хорошо. Но что будет в ближайшие 2-3-4 месяца, мы не знаем. Поэтому кредиты МВФ нам важны, чтобы покрыть вот эту разницу. Если кредиты будут хорошо. Если кредитов не будет. Пане Ігоре, останнє запитання, яке встигаю вам задати, тому коротко, по можливості, знову ж таки, ми спостерігаємо певне зростання цін на бензин, там в середньому десь близько гривні таке подорожчання. З чим це пов'язане і в подальшому яка тенденція, тобто дорожчатиме паливо, правильно? Тут 3 составляющие. Первая составляющая – это рост стоимости нефти на мировых рынках. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это то, что у нас, к сожалению, курс доллара растет. Все нефтепродукты подвязаны по доллару, поэтому гривня тоже растет. И третья составляющая – это опять, к сожалению, наш государственный аппарат. Потому что роль антимонопольного комитета никто не отменял. И, к сожалению, за последние 20 лет какие-то там реакции в части трейдеров, нефтяных трейдеров у нас со стороны антимонопольного комитета практически ни разу не было. А на лицо, по большому счету, я не хочу сейчас там голословно заявлять, но по большому счету цены все растут везде одинаково, синхронно, все торговцы работают примерно по одним и тем же правилам РФ, что, в общем-то, неправильно в части рыночной экономики. Наш час вичерпано. На жаль, я дуже вам дякую за відповіді. Економічний експерт Ігор Полуховський з нами говорив на економічні теми. Ми зараз беремо невеличку перерву, після чого повернемося і будемо говорити про окупований Крим і про те, що там відбувається. Дочекайтеся.